Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, будет ли он действовать в вашу сторону, будет ли он вас добиваться. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину, подумайте о нем, назовите его по имени, обратитесь к нему, так и спросите: мой милый дорогой, будешь ли ты действовать, будешь ли ты меня добиваться? И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Да, давно я такого не видела. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Вы для этого мужчины шанс 1 на миллион. Ой, то он так трепетно к вам относится. Ну вот посмотрите, вот это он, да, видите, стоит такой весь возбужденный. А вот она вы, видите, вы на бубновой масти стоите. Вы выше, он вас выше, чем себя ставит. Ой, вы для него не женщина, а мечта. Далекая и прекрасная, как звезда. Да? Звезды прекрасные, но далеки. Вот и он к вам сейчас так относится. С одной стороны, он просто сознание от вас теряет, да, от любви к вам. А с другой стороны, он считает, что он вас недостоин. Либо он считает, что вы его отвергнете. И вообще, судя по этой отсыпке, мужчина в себе крайне не уверен. Нет, вы не подумайте, что он по жизни не уверен. Он не уверен в отношении вас. То есть он сам себе говорит: ну вот куда ты лезешь, ты ее недостоин. Она такая красивая, она такая крутая, она такая умная, она такая вот прям рассекая, да, звезда, Стелла. А я-то кто? Обычный мужичонка? Что ты ей можешь дать? Чем ты можешь ей понравиться? Да неужели ты думаешь, что такая крутая женщина, вот красавица из красавиц, тебя полюбит? Знаете, как сердце просит, а голова отговаривает. Вот такая вот нелепая ситуация. Нелепая, просто нелепейшая. Я все понимаю. Я понимаю, что вы очень красивы. Я понимаю, что вы такая женщина, хозяйка жизни. Вы действительно абсолютно независимая женщина. Возможно, вы всего в жизни сами добились. И это сделало вас очень сильной. И эта сила, она вот идет просто, ну, буквально впереди вас. Да. А этот мужчина очень впечатлительный, очень романтичный. Либо действительно с ним такое впервые, да, что вот он встретил такую женщину, как вы, и просто вот впервые, может быть, за всю свою сознательную жизнь он по-настоящему влюбился. И так может отыграться. Я вижу, что он вам нравится. Но вы же знаете себе цену. Но не будете же вы за мужиком бегать. И не будете сама перед ним заигрывать. Нет. Вы от него ждете первого шага, а он этот шаг не делает. Потому что, как этот страус, да, закопал голову в песок и сам себя уговаривает, что она тебя не выберет, ты слишком простой для нее. Ну вот в таком ключе идет информация. Да, в таком. Он бы рад действовать, девочки, но он так боится быть отвергнутым. Так боится, что вы его пошлете, так боится, что вы запретите к себе приближаться. У него, ну вот правда, испарина идет. Он потеет, он бледнеет, у него ноги ватные становятся, когда вы рядом. Просто вот ватные. Сердце ликует, радуется, что вас видит. А вот тело вот просто обмякает. Он даже себя заставить не может что-то вам более серьезное сказать, уж тем более куда-то позвать и пригласить. Вот прям уверен, мозг у него уверен, что вы его не выберете, что вы ему откажете. Хочу еще на картах вам посмотреть. Вообще хочу понять, откуда это все у него, почему он такой
Неуверенный в себе мужчина. Что не так с ним? Почему вас так высоко ставить? Нет, ну понятно, что вы крутая, вы действительно самая лучшая, но это, конечно, странно. Это странно. Сейчас хочу на него посмотреть, хоть немножечко. Так, ну здесь мужчина переживший, что-то плохое пережил, там у него и коса, и змея, от чего-то плохого бежал, еле выбрался, да, еле ноги унес. Что-то пережил нехорошее. Только жить нормально начал. Тайны у него есть. Он очень многое о себе скрывает. Очень многое не договаривает. Какое-то у него прям скверное прошлое, тяжелое, больное и страшное в каких-то местах. И он это все скрывает. Все скрывает. Да, может быть, поэтому он так сильно не уверен в себе. Может быть, вы действительно о нем многое не знаете. Хорошо, почему же он боится, так боится быть отвергнутым? Почему? Откуда эти страхи у него? Ну вот что с ним не так? Ну. Вот судьба у него была тяжелая. Вот правда, может быть, за плечами у него тяжелый брак. Все очень плохо закончилось. Все очень плохо закончилось. Либо сейчас он в браке, и это уже не просто конец, это руины. Руины этого брака. Но как бы он боится, может быть, повторения. Ну, либо та другая убедила его в том, что он такой ничтожный, никчемный, никому не нужный, ни на что не способный. Ну, запросто могло такое произойти. Запросто. Ну вот, вы его звезда. И тянет, и не достанет, да, и не вытянет. Почему-то уверен, что он вас не вытянет. Может быть, вы действительно занимаете более высокую должность. Может быть, вы денег больше зарабатываете. А может быть, у вас поклонники гораздо покруче и побогаче, чем он. И он такой, ну нет, на меня она точно внимания не обратит. Хорошо. Решится ли он на действие, на поступок? Решится ли он? Решится. Решится, девочки, он решится. Но, правда, так мудно будет действовать. Так мудно, так долго, так вот это все у него будет растянуто. Господи, как, знаете, никакой конкретики долго не будет. Ой, еще поморочит вам голову. Вы меня извините, но вот вижу, что будет морочить вам голову. Ну, вот такой он мужчина. Вот такой вот он, в себе неуверенный. Либо с подорванной верой в себя. Ну, что поделаешь, ну, бывают разные типы личности, разные психотипы, но вот этот мужчина такой. Хотя любить он умеет, стремиться к стабильности. Неплохой мужчина на самом деле. Несчастный, вот он несчастный. Так, действия. Ну, действия здесь больше похожи на действия дружеского характера. Ну, вот как друг, да? Друг, знакомый. Дружеская беседа, дружеская встреча, дружеская помощь. В таком ключе действует. Ох, девочки, если бы вы знали, как же он вас боится. Боится обидеть, боится что-то не то ляпнуть, как-то не так поступить. Ну вот боюсь, что она меня прогонит. Я для нее слишком простой, я ее недостоин. Вот постоянно идут такие слова. Он их в поток отправляет. Постоянно. Знаете, как и сам себя убеждает, и судьбу убеждает, и высших сил убеждает. Говорит, я вот такой, никакой простой, никчемный. А она королева, она императрица, она звезда. Ну вот куда я лезу, да? Меня ж пошлют. А пока у меня есть возможность ее видеть, либо к ней подходить, там, с ней просто здороваться. Есть возможность, я этим и живу. Знаете, девчонки, что мне еще кажется? Что вы очень скромная, и несмотря на вашу силу, несмотря на то, что вы хозяйка жизни, вы ведь тоже многого себе не разрешаете. Ну, допустим, там, флиртовать с мужчиной. Может, даже и не умеете. А может быть, вы это порицаете, да, вот флирт с мужчиной.
А вот как раз-таки, будь вы немножко попроще, ну, в плане манер, да, я вижу, что вы очень хорошо воспитанная женщина, я бы даже сказала, пуритански воспитанная женщина. Если бы вы были чуть попроще, то, может быть, вот этой всей патовой ситуации бы и не случилось. Я вижу ваш интерес к нему, я вижу его любовь к вам, но видите, как все получается? Он везде себя рисует никчемным, крошечным. Смотрите, слева, вы видите, какая вы шикарная, и какой он маленький и худенький. Справа, он вас выше себя, ну прям в половину выше себя ставит. Он к вам руки тянет, говорит, я ее недостойна, она выше, чем я. Ну вот как к вам подойти, как действовать? Вот скажите, да, в таком вот положении, когда он сам себя вот прям закапывает, затаптывает, на задний фон выводит. Вот как к нему действовать? Здесь, кстати, на самом деле очень многое от вас будет зависеть, потому что бубновая масть, она ведь на вашей стороне. То есть даете шанс, мужчина за шанс хватается, держится, цепляется, пользуется этим шансом. Не даете, но он так и будет вас любить вечно, страдать по вам вечно, но никогда вам в этом не признается. Никогда. Вы не думаете, что он дурачок, либо какой-то слабый. Нет, он просто настолько сильно влюбленный в вас, и вот настолько сильно он вас превознес, вот даже в своих мыслях, ощущениях, мечтах, что ничего с собой поделать не может. Вы для него действительно звезда, вы для него небожитель, а он простой смертный. Но вот он вас на пьедестал поставил, да, и ходит на вас молится. И не позволяет себе к вам притронуться. Ну, это что же нехорошо. Девчонки, надо над ним работать. Если он вам действительно нравится, если вы к нему действительно испытываете более чем теплые чувства, помогайте ему, помогайте. Смягчитесь, чаще улыбайтесь. Позволяйте этому мужчине подходить к вам ближе. Позволяйте, привлекайте его. Ну, допустим, вы же можете его попросить чем-то помочь. Ну, сказать, вот извини, но вот такая ситуация. Не знаю, там батарейку мне поменяй. Либо лампочку вкрути. Там сумку вот тяжелая, тяжело мне нести. Вот ты мужчина видный, сильный, вот помоги. Донеси. Вот такие мелочи, они вам и помогут. Помогут мужчину немножечко подрасслабить. Но и самой немножко расслабиться, потому что вижу, что вы прям себя держите в ежовых рукавицах. Вы себе очень многого не позволяете. Вы очень строго к себе относитесь. Ну, в плане вот манеры воспитания. Вот поработайте над этим. Поработайте. Мужчина вот готов хоть в огонь, хоть в воду, лишь бы за вас, с вашим именем на устах. Но он в данный момент, понимаете, вас на пьедестал поставил, он вам поклоняется. А должен добиваться вас, да, должен обнимать, целовать, на свидание водить. А он поклоняется. Вот, девчонки, помогите ему. Помогите. Еще раз говорю, если вы ничего делать не будете, вы не будете делать шагов к нему, то он будет вечно вас любить. Вечно. И не подойдет, потому что будет вас бояться. Даже не вас бояться, а бояться, что вы его пошлете и ему откажете. Вот этого будет бояться. А так вот он готов, он и в лодке сидит, он и голубем в вашу сторону смотрит, и готов тут и гнездо свить, и что угодно готов для вас делать, и поклоняться, и любить на руках, все готов для вас делать. Но должен быть какой-то и от вас зеленый свет в его сторону. Девчонки, все в ваших руках, вы как хотите. Да, мужчина должен, но все в ваших руках. Вот такая информация вышла. Я думаю, что вы разберетесь с этой ситуацией, и мужчину сможете немножечко как расслабить, и он начнет действовать. Потому что у вас все дороги ведут к чаше любви. Вы как хотите, но оно так и выглядит. С ним, либо с кем-то другим. То есть вам по судьбе любить и быть любимой. С ним, либо с кем-то другим. Вот кого вы выберете, с тем любовь у вас точно будет. И счастье точно будет. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.